Многоквартирный дом по улице Гоголя, 36, на слуху у газовиков и сотрудников МЧС из-за постоянных случаев небезопасной эксплуатации газового оборудования. Во время очередного поквартирного обхода жители гостеприимства не проявили, прятались по домам, дверь не отворяли. Итак, с 1 по 5 этаж, несмотря на заверения проверяющих о том, что профилактические мероприятия проводятся ради их же блага. Зафиксируйте факт. А представь, если... Жильцы устанавливают газовые колонки или различные внутренние котлы, несмотря на то, что в доме отсутствует дымоход, а всю копоть с них самовольно пускают по вентиляции. В процессе угарный газ расходится по помещениям, наполняя квартиры ядовитым веществом. Вывели дымовую трубу наружу единицы. В принципе, и те, и другие грубо нарушают правила безопасности. Тут стоит двухконтурный котел. Самовольная установка. Никто разрешения на установку этого котла не давал. Его необходимо отключить. Она может только на газовую плиту составить с нами договор. Молодая семья заселилась сюда лишь недавно. Сняли квартиру, не осознавая, что арендовали, по сути, пороховую бочку. Собственник этих квадратных метров съемщиков не предупредил о том, что газовики ранее опломбировали этот котел. Вынесли акт и запретили им пользоваться. Дымовая труба выведена наружу, да так, что, находясь рядом с окном, ветер легко задувает угар обратно. Газ, конечно, отключили от оборудования. Но вот что делать семье, оставшейся без тепла? В этом доме имеется централизованное отопление, которое подается теплоснабжающая организация МУП ЖКХ города Малгобек. Соответственно, для перехода на централизованное отопление вам нужно подать заявку в управляющую компанию, и за отдельную плату, так как вы ранее самовольно отключились от этого отопления, вам за отдельную плату будет переподключение к сетям произведено управляющей компанией. Газовики убедительно просят жителей не устанавливать газовое оборудование, не проводить никакие инженерные сети самовольно, кустарным способом, не экономить на собственном здоровье, не пренебрегать своей безопасностью, ведь собственник обязан заключить договор на внутридомовое газовое хозяйство. Стоимость этих услуг обслужить, обезопасить в целях безопасности собственника стоит это 313 рублей одна плита обслужить. Это небольшие, совершенно небольшие деньги. Но после заключения договора, в течение года мы их ведем, обслуживаем. Любая заявка выполняется бесплатно уже. Но тем не менее абонент не идет на контакт и не хочет с нами заключать договор. А эту квартиру, точнее жильцов, проживающих в ней, можно считать образцово-показательными. Здесь стоит электрическая колонка. Лейла Бабаева признается, прошло 2 года с момента ее заселения сюда. Тогда было установлено газовое оборудование, из-за чего семья чуть не пострадала. Конечно. Мы на второй день убрали вообще берешь, даже суханом. Да, она уехала, дочка. И поставили вот этот бойлер. Электрический, да? Да, электрический. Обязательно нужно вызвать службу, аварийную службу. Она у нас работает круглосуточно, любое время дня и ночи. Я никогда в квартире не жила, я не знала. Первый раз купила себе. Ну вот ваши соседи сплошь и рядом устанавливают эти колоночки. Ваша жизнь в опасности, их самих. Еще около 2 лет назад именно в этом доме от угарного газа скончалась женщина. Новость шокировала всех. Молодая семья тогда только успела заселиться после свадьбы. Сотрудники газовой службы, спасатели МЧС, правоохранители и многие другие просят не пользоваться услугами некомпетентных сварщиков и специалистов, не ставить котлы в непредназначенном для этого месте. Ежегодно фиксируют десятки случаев с отравлением угарным газом, поэтому лучше быть начеку. Масштабные рейды по проверке газового оборудования в регионе проводятся по поручению руководителя субъекта Махмуда Али Калиматова. Адам Мережков, Умар Газдиев. Новости 24.